Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammada wa alihi wa sahbihi ajma'in. Амбад. Когда я учился в институте, мединституте, я жил на квартире рядом с домом, где проживал наш родственник Паша и куда приезжал Абдухамид Афанди, кадасаллаху сирраху. И впервые у него встретился с этим шейхом. Он меня спросил, зачем ты пришел ко мне? Прямо вот так задал вопрос. Я ему ответил, я хочу служить Аллаху по той дороге, которой вы мне скажете, мне укажете. Тогда он говорил, чем ты здесь занимаешься? Я ему сказал, учусь в институте, мединституте. И, значит, тогда он сказал, врачи, мол, они не могут не продлевать жизнь больному, не дать им здоровье, если оно не предписано Аллахом. Все и здоровье человека, и его жизни, начало, конец жизни, все это находится в руках Аллаха. Если Аллахом предписано этому больному здоровье, тогда средством к этому здоровью служите вы, врачи. Тогда он мне дал по 100 для того, чтобы сразу не затруднить. Мне дал астагфируллах 100, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад, аля саййидина Мухаммад саллим 100, ла илляха илляллах 100. Это еще не шазалийский тарикат. Это как бы подготовка к вступлению к шариатскому тарикату. Мы тоже сейчас, когда к нам приходят молодые люди, значит, подростки, иногда им тоже так говорим, что, мол, это не шазалийский тарикат, а мы подготавливаем вас к тому, чтобы вы значит, вступили в шариатский тарикат, и как бы под классом, что ли, подготовительным классом является вот это, значит, курс по 100 астагфируллах, салат и ла илляха илляллах. По течение 3-4 месяцев он мне дал уже полностью шариатский тарикат, как положено, значит, астагфируллах аллази ла илляха илляллаху ва атубу илейхи 100 раз, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад абдика ва набийика ва расулика набийил умми ва алейхи ва сахбихи ва саллям 100 раз, и ла илляха илляллах 100 раз. Это было в 1967 году, когда мне было 25 лет жизни, я еще не был женат. Значит, в это время вступил в тарикат под руководством, значит, шейха Абдухамид Афанди Инхо, кадасаллаху сирраху. И находился под его опекой около 7-8 лет. Когда окончил институт, значит, приехал в Буйнакск, одно время Казанич работал, затем Буйнакск, и по его указанию начал, значит, читать ильму, арабский, значит, язык, это грамматика, затем фикху, значит, ну, наука, значит, об исламе. Учителем был это Рамазан Мухаммад из селения Кудали, Кунюсского района. Он проживал здесь. Ежедневно ходил к нему на урок. Днем работал в горполиклинике участковым терапевтом. После окончания работы ходил на урок. Значит, вот так изучил всю грамматику арабского языка. Дальше махалли, это фикх уже, и джалал, это тафсир Корана. И он постоянно мне твердил, что, мол, тебе надо обязательно читать Ихья улумиддин. Я тогда не знал, что такое Ихья.
это когда уже мы кончили полный курс, тогда так назывался, полный курс, значит, мутаалима, который обучается в мадраса. Значит, это считалось грамматика, это махали и джалалов. После этого, значит, начал читать Ихья Улумиддин, имам Газали, рахимахуллах. Это в толковании Атхафа. Тогда Атхаф назывались, Атхаф Садат аль-Муттакин. Это как для Корана есть тафсир, вот так и для книг Ихья есть, значит, толкование, его шарх называется, значит, Атхаф. Итхаф его сейчас называют. Есть 10-томник, есть 15-томник. Мы тогда занимались по 10-томникам Атхафа, читал, значит, это все длилось от 70-го года до 78-го, наверное, года. Около 8 лет обучался у Рамазана Мухаммад. И после этого переехал в Каранай. В 77-м, 78-м этих годах ушел из жизни Абдул Афанди, Аллаху сирраху. И после этого, значит, короткое время, один из него всего посетил Хамзат Афанди, Аллаху сирраху, и селили Хак. Значит, тогда советский он назывался, сейчас шамильский он называет его. И уже он был пожилой человек, значит, прикованный к постели, больной, и вскоре также перешел в ахират, ушел из этой жизни. И к этому времени был, значит, новый устаз. Иджаза было дано Меселес Мухаммад, который является родом из селения Хочада, а проживал в селении Нечаевка, к Сидовского района. Под его руководством шел по пути тариката. Шазилийский тарикат мне в основном дал Абдул Афанди, и Хамзат Афанди увеличил количество от 100 до 300 довел. А Меселес Мухаммад Афанди, кадасаллаху сирру, он все аллат-айфи, зикру, сердечный зикру, зикру рух, сиру, хафи, ахфа, джасад, и до муракаба довел. Это хабсу нафас, это 70-тысячный зикру, ла илляха илlallah. Все это было под руководством Меселес Мухаммад, кадасаллаху сирру. И где-то в 88 году, мне кажется, 87-88 году, в этих годах, Меселес Мухаммад также ушел из этой жизни, было дано иджаза нашему устазу Саид Афанди, из Чиркея. Он тогда еще молодой был. Значит, дальнейшее продвижение, что ли, по пути тариката было под руководством шейха Саид Афанди. Он меня научил, значит, муракаба. Все муракаба я закончил у него. Это начиная с 1988 года и в течение 6 лет. Помню, как первый раз был у него, он очень удивился, когда узнал, что я врач и являюсь муридом, и дошел до муракаба. До этой степени. Очень удивился, что в наше время такие люди тоже бывают, что ли, так. А когда, значит, спросил, что, мол, Коран читал, я ему ответил, да, устаз, Коран тоже читал, и ильму тоже так вот читал, прошел некоторые книги, прочел и так далее. Еще больше раз удивлялся. Вот. Как, может, современным, тогда и очень такой вот коммунистический режим был, сильная такая вот цензура была. Такое время, как может человек, мол,
и врачом работать, и, значит, ильму обучаться, и, значит, тарикат все соблюдать, его установки и продвижение. И, значит, вот так вот этот день, как сегодня, первый день его встречи, как перед глазами запомнился. Дальше работал, значит, Каранае, врачебный пункт был тогда. Оттуда был перевод Эрпели. Участковая больница была Эрпели, там работал в Эрпелях. И в это время в скрытом состоянии был шейх Саад Хасан Мухаммад Каддасаллаху сирраху в Буйнакске. Он сюда приезжал из гор, сам он был из Батлуха, Нижнего Батлуха. Приезжал, жил здесь, проживал здесь несколько месяцев, затем опять уезжал в горы. И, значит, с ним познакомился, и скоро окончил мединститут его внук. Это Гаджиев Магомед, редактор газеты «Нур Ислам». И он мне сказал, что, мол, очень хотел бы, чтобы я обучил его, это Саад Хасан мне говорит, чтобы очень хотел бы, чтобы его внука, чтобы я обучил арабскому ильму. Я ему сказал, очень хорошо, я буду рад этому. И так добились, чтобы его перевели на работу врачом. Он институт тоже оканчивал. И был переведен на работу врачом, терапевтом. И, значит, там очень скрытом состоянии, тайно, я его обучал арабской науке. Это все шло под опекой самого шейха Саад Хасан Мухаммада. В то время, работая главным врачом, находясь в этой системе, быть алимом, быть высокой степени тарикатского уровня и вместе с ним работать главврачом, и там не пачкаться, это очень трудно. Это тоже говорит, что Аллах Та'ала сам его готовил, кажется, для такой великой миссии. Вот вся жизнь его посвящена служению Всевышнему, изучению науки. Пусть Аллах Та'ала сделает так, даст ему долгую жизнь, и нам, муридам, взять его баракат и сохранить к нему должный адаб. В 1995 году, когда работал в Эрпелях и преподавал Магомеду, значит, я помню, вечернее время было, и приехала машина из Черкея. Саадулла, знакомый черкесский парень, приехал и сказал, что тебя, мол, куда вызывает. Я ему сказал, он болеет, что ли? Он мне сказал, нет, не болеет. Я ему говорю, а для чего меня вызывает, интересно? Я говорю, не знаю, для чего вызывает. Я ему говорю, может, к нему кто-нибудь больной пришел из гостей или знакомых? Он говорит, нет никого. Если сам не болеет, и больных гостей, и никого знакомых тоже нету, и тогда вот такие мысли возникли, для чего, интересно, вызывает. И, ну, так или иначе, значит, это ночью, после маркача, это молитва, я на всякий случай взял с собой этот аппарат, который давление измеряет, и поехали. Приехали в Черкей, значит, встретились с Саид Афанди, Каддасаллаху сирраху, и он завел нас в свой внутренний кабинет. И там был его сын Абдулла тоже, это Саадулла был, и мы вдвоем. И он сел, как мы сидим на молитве на тахият, и мне сказал то, что я присел к нему. И он прочитал мукаддима, который читается, значит, когда дают муракаба, и сказал, что все то, что
мне мой устаз дал, оба тариката и хизбу, и все это, на все это я тебе даю, значит, изну, иджаза. Вот удивление, я чуть, наверное, не вскрикнул, это было очень неожиданно. Я не знал, что и ответить. Когда как-то пришел в себя, я ему сказал, я говорю, я не подхожу к этой должности. Я тоже не подхожу. Так он отрезал мои слова. И затем я ему сказал, теперь ты мне скажи, что я должен делать. Он мне говорил, ничего делать не нужно сейчас, все это мы пока будем держать в секрете. Вот мы четвером это знаем. Этих двоих он поставил как свидетелей, это Садулла и своего сына Абдулла. И, значит, после этого вышли, поужинали там, это молитву тоже делали, богулили намаз. И он мне сказал, он Саудуле сказал, чтобы меня отвез обратно в Эрфели. И приехал. Это была ночь от 6 на 7 сентября 1995 года. В июле месяце скончался Саад Хасан Мухаммад, Каддасаллаху сирраху. И оказывается, потом я узнал, когда уже наш шейх Саид Афанди, Каддасаллаху сирраху, 28 декабря 2008 года, когда Амру делал в Чиркее, тогда сказал, что в том году, в 1995 году, это иджаза было дано, это под руководством Саад Хасан Мухаммад, Каддасаллаху сирраху. Он мне дал такое указание, и это по его указанию было дано такая иджаза. Предполагаю, что суфизм является отшельничеством, отходом из мирской жизни, аскетизмом. Вот такое у людей мнение присутствует. То, что вы одновременно работали врачом и изучали ильму, и строго следовали заданиям своего устаза, эти утверждения опровергают. И таким образом, любой человек может быть хорошим юридом и работает на благо общества. Первое, что человек обязан, это честным путем зарабатывать себе средства на существование. Это первая обязанность. Карнай, когда из Ирпеля опять я приехал в Карнай, в течение 9 лет, наверное, там была открыта медресе, и там я обучал этому муталиму. Некоторые муталимы мне говорили, когда уже они подросли, уже, когда стали уже молодыми людьми, и один из них женился, и он мне так сам признался, что не может и мадраса идти на урок, и, значит, домашнее хозяйство вести, и зарабатывать себе очень трудно. Я ему так сказал. Первое, что человек обязан, это честным путем зарабатывать себе средства на существование. Это даже стоит, ильму стоит на втором плане. Такое вот престижное ильму, оно стоит на втором плане. Все-таки на переднем плане, и первое, что человек должен и обязан делать, это халал путем, честным путем зарабатывать себе и своей семье средства на существование. Это первое. Значит, затем, если после этого у него, значит, есть возможность обучаться в медресе ильму, очень хорошо, очень хорошо.
Но это на втором плане. Некоторые люди думают, что тарикат, мол, муриди – это особые люди, не всем это доступно. Основная масса людей, мол, это не может это выполнять указания шейха и так далее. Вот такие, это тарикат – это только удел избранных людей. Вот такое мнение существует среди народа. Это неправильное мнение. В тарикате нуждается каждый человек, каждый. Потому что каждый человек умирает же. Каждый человек же, он обязан очищать свое сердце, очищать от таких вот порицаемых моментов, которые имеются в сердце этих пороков, значит, как гордыня, гордость. Есть у пророка Мухаммада ﷺ такой вот хадис, у кого в сердце хоть маленькая крупинка гордости будет, гордость, это кибру, гордость, этот человек не вступит в рай. Вот такой хадис из пророка. И не все это знают. Значит, он от тарикат учит, чтобы эти вот гордость как таковая, чтобы человек работал над собой, над своим сердцем, и чтобы не было у него этой гордости. Есть хасад называется. Это когда человек хочет, чтобы от другого тот немат, который над ним есть, чтобы ушел от него. Вот такой, такой с черным сердцем, мол, такой вот это должно, человек должен очищать от этого хасада. Значит, есть такой хадис, который гласит, что хасад уничтожает хорошие наши деяния, как уничтожает огонь те дрова, которые туда укладываются. Вот так он сжигает хасад наши хорошие деяния. Вот такой хадис есть. И много других таких вот порицаемых черт характера у человека есть, который он должен очиститься от них. Тарикат как раз и признак к тому, чтобы очищать это сердце человека от этих пороков, и чтобы он перед Аллахом предстал в очищенном таком состоянии. В этом же каждый нуждается. Не обязательно, чтобы каждый дошел до вершин тариката. Не обязательно. Я тут несколько раз приводил пример. Это особенно тем людям, которые в шариатском тарикате по 100 выполняют и хотят увеличивать его. И мы им говорим, значит, не стремитесь, не является самоцелью достижения высоких степеней тариката. Достаточно, значит, вот, приводил пример поезда. Вот последний вагон поезда, он тоже доезжает до той станции, куда направляется поезд, и до Москвы, и до Баку. Лишь бы был прицеплен к поезду, лишь бы был прицеплен. Вот так и тарикаты, будь он на высокой степени, будь на низкой степени, если он прицеплен к тарикату, если он, значит, находится под руководством шейха, он, значит, доходит до желаемой цели. До желаемой цели. А наша цель основная является, чтобы Аллах нам был доволен. Каждый человек должен знать, иметь вот, набор знаний, в чем он нуждается. Например, сейчас у нас в последнее время много людей занимаются торговлей. Все люди, которые занимаются торговлей, они обязаны знать, значит, как правильно вести торговлю, чтобы не попадать в грехи. Обязан знать, что такое риба, чтобы остерегаться от него. Обязаны знать, чтобы не скрывали, значит, недостатки своего товара, чтобы они их показывали этому покупателю. Если он согласен с этим недостатком, который есть в товаре, он его купит. Если он не согласен, он его оставит. Вот тот, кто, значит, занимается обучением, значит, в школах, они должны быть, значит, предельно честными и, значит, довести до учащихся те основные знания, в которые они нуждаются,
чтобы их подготовить к обществу, для будущей жизни и так далее, и так далее. Вот человек, чем в той отрасли, в которой он находится, он обязан знать те моменты из науки, которые его касаются. Для мюрида что является самым важным? Вот этот момент есть. Для мурида основным важным является первое, значит, это любовь к своему шейху. Это сам тарикат. Он держится на любви к своему шейху, на любви к своему, значит, товарищу по брату по исламу, брату по тарикату. Значит, адаб, значит, основной это адаб. Есть такое вот изречение: никто не достигает своих целей, кроме как через адаб. И никто не падает от достигнутой цели, кроме как несоблюдение адаба. Значит, в основном, значит, это человек достигает больших степеней и науки, и тариката, и всего того, что он достигает посредством адаба. Посредством адаба. Вот любовь к тарикату, любовь к своим шейхам, любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, его сподвижникам, его, значит, семье, значит, к этой любви нас приводит тарикат. Вот если мы будем любить своего шейха, мы будем любить и семью пророка, и его сподвижников, радиаллаху, значит, и это все вливается в любовь к Аллаху. Вот это самое, что есть вершина. Значит, такая вот искренняя любовь к шейху, к пророку, и, соответственно, к Аллаху. В книге досточтимого шейха Хасана Афанди «Хуласатул адаб» есть слова о том, что главное, чтобы не секала мюрида к шейху. Вот то, что вы сейчас как раз сказали. Скажите, пожалуйста, насколько важно, чтобы мюрид не только слепо выполнял задания устаза, но и относился к самому устазу искренне и с адабом, вот важность. Очень хороший вопрос. Значит, раз человек вступил в тарикат, конечно, он обязан выполнять все указания своего шейха. Шейх иногда так вот прямое указание не дает, намек дает. Вот это намек, который от него исходит, и то для нас является важным. И это мы должны считать для себя обязательным. Значит, должны выполнять все эти взятые на себя обязательства по тарикату. Значит, будь то ташазалийский, будь накшбандийский, значит, все то, что устаз дал, это должны беспрекословно выполнять. Все, значит, все свое расписание, весь свой режим дня, ну, свою жизнь надо так построить, чтобы было место и для этого дуняла. Значит, никто не говорит, чтобы дунял не делали, чтобы человек должен и работать, чтобы обеспечить себя, значит, и свою семью кормить. И затем, значит, но достаточной доли, не, значит, перегибая, не выходя из той условной рамки, что ли, которую сейчас многие люди, значит, перегибают, переходят эту границу и забывают об ахирате, забывают об Аллахе, забывают обо всем, лишь, значит, добить как можно больше, значит, средств от этого дуня. Это дуня, это такая вот проходимая вещь. Это мы, до нас люди, значит, жили, и, значит, и мы оставляем, не покинули этот мир, и мы переходим в тот мир. Основное наше пребывание – это в ахирате, основное пребывание. И мы должны так делать, насколько мы там в ахирате будем находиться, настолько мы в этом дуне, в своем режиме, в постоянном режиме, мы должны уделять внимание тому, что там нам поможет в вечной жизни. И поэтому и в своем режиме, в своем повседневной жизни должны
так поставить все, значит, моменты, касающиеся этой жизни и той жизни, и, значит, сколько необходимо взять из этой жизни, и, значит, и остальное все, значит, внимание уделить тому, что мы можем брать с собой в ахират. Это основное, это основное. Мы сказали то, что для тарикат, для каждого человека обязанная вещь. А вот есть ли необходимость людей призывать тарикат? Вот? Объяснить человеку, что такое тарикат, значит, чего человек добивается посредством тариката. Значит, это все объяснить, это очень хорошо, очень хорошо. Но, еще раз подчеркиваю, вот нам, например, не дано такое вот право, что мы призывали, притягивали, что ли, к своему тарикату людей. Вот, пример я приведу, такой пример приведу. Наш Саид Афанди, Кадасаллаху сирраху, один раз рассказал, оказывается, у него был очень хороший друг. Это торгинец по национальности, это Мухаррам. Он арабский язык тоже знает. Они были друзьями еще в молодое время, когда в ГЭСе работали. Мухаррам, оказывается, по-моему, на автобусе работал шофером. А наш шейх, еще до того, как ему было иджаза дано, значит, по-моему, в ГЭСе охрану работал. Значит, тот был приверженец к исламу, и наш шейх тоже был приверженец к исламу, и на этом они так вот нашли общий язык и подружились. Хорошие, крепкие друзья были. Затем, значит, Саид Афанди дали иджаза. Он стал уже шейхом, действующим шейхом. И теперь уже Саид Афанди не может притянуть его Мухаррама к тарикату. Из-за того, что той установки, которая была дана Мессия Мухаммад, ты ему мриду не притягивай, не призывай, а те, которые придут тебе, их и не отвергай. Вот этому принципу последовал наш шейх Саид Афанди. И исходя из этого принципа, он не может притянуть Мухаррама в тарикат, а сам он не идет. Когда через некоторое время Мухаррам уже сам по своей инициативе пришел в тарикат, это был, говорит, в моей жизни самый радостный день. Саид Афанди говорил. Вот так, значит, от человека, от самого должна исходить инициатива, чтобы вступить в тарикат. Люди, некоторые говорят, вот я совершаю грехи, я такой плохой, такой, как я могу поехать к устазу, говорят они, я могу разве осквернить его дом своим присутствием? Это ошибочное мнение. Здесь шайтан путает карты. Значит, тарикат и устар, они поставлены для того, чтобы человека с неправильного пути перевести на правильный путь. Это основная, значит, задача и тариката, и устазов. Значит, человек пьет, сразу он это пить не бросит. Сразу не бросит. Постепенно, посредством бараката шейха, посредством бараката предыдущих шейхов, постепенно под баракатом того вида, который он выполняет, и так далее, он уменьшит, и уже дальше не будет пить. Вот мы достигли своей цели. Сразу ему поставить такое условие, мол, ты и не кури, ты и не пей, ты вот такие условия сразу мы все не ставим. Почему? Там это тяжело ему будет. Он отойдет, значит, от этого тариката и близко не придет. Постепенно, вот так, значит, мы его из неправильной пути, который он идет, притягиваем, значит, к правильному тарикатскому тому пути, который, значит, последовали наши предшественники. Вот какие должны отношения между миридами, между собой, вот, какие между ними, какие обязательства вот, должны, наверное, быть тоже вот это? Очень хорошо, очень хорошо. Мой учитель по науке Рамазан Мухаммад, пусть Аллах возвысит его дорожа, пусть Аллах, значит, смилостивится над ним, он так говорил: в 1953 году, мол, я приехал из гор сюда, в Буйнакск. И здесь, в Буйнакске, тогда было очень мало муридов, тариката. Очень мало, пальцем можно было пересчитать. И среди этих муридов была между собой такая привязанность, такая любовь,
который не бывает между братьями, значит, от родителей. Значит, отец, мать и двое сыновей, они братья между собой. Между этими братьями не было той любви, того уважения, которое было между нами, между этими муридами тариката. Когда на улице друг друга мы встречали, мы от радости просто у нас грудь расширялась. Вот настолько мы очень любили друг друга. Вот такое братство, значит, такая привязанность. Вот это, конечно, в последнее время, когда много стало и муридов, и много, значит, разных характеров людей, значит, но к этому, если полностью невозможно это все соблюдать, хотя бы стремиться к этому надо. Стремиться к чему? Стремиться к тому, чтобы первое и самое главное здесь является не считать себя выше его и выше другого. Это основное условие. Значит, вот это является тем моментом, который Ильбис был прогнан из рая. Когда Аллах сотворил Адама, алейхиссалам, он дал указание всем малайкам, чтобы они сделали ему сужда, Адаму. И, значит, все малайки делали, а Ильбис не делал. Потом начали спросили, почему ты не делаешь, они делают сужда. И сужда тоже не такой был, как мы это делаем. Вот такой инхина называется. Такой вот, чуть такой, да, рукой похоже такой был. Она харун минху. И что Ильбис сказал? Я лучше него. Аллах его создал из глины, а меня создал из огня. Огонь выше, чем глина. Вот поэтому я выше него, и поэтому я ему не делаю. Вот такой Ильбиса, это выражение. Это его установка. Мы не должны идти по установке Ильбиса. Если Ильбиса установка мы будем идти, то Аллах может нас и там тоже за Ильбисом послать в ад. И поэтому надо взять обратную сторону. Я не выше него. Вот такой должен быть, значит, установка каждого человека, каждого мурида. И, значит, уважение, адаб друг к другу, братство. Значит, об этом можно говорить целый день. Да. Это очень, на это обращается большое внимание. На согласованность, на братство, на любовь друг к другу, на адаб друг к другу. Вот в этих наших вот вышеперечисленных вот этих работах и по отношению друг к другу, и по устазу, вот какую роль средства массовой информации, вот, на ваш взгляд, могут формировать личность там, и достаточно ли, на ваш взгляд, сегодня рассказывается об исламе в тех журналах, газетах, которые вот, доступны дагестанцам? Вот. Конечно, сразу все не дается. Это, во-первых, здесь имеет значение, как человек устроен, это тоже имеет значение. И дальше, как человек воспитан. Значит, мы должны работать над собой. Вот когда я был маленький, я жил в селении, и огороды раздавали через каждые 2 или 3 года, переделывали. И когда человеку попадалось какой-то участок огорода, значит, ну, некачественная почва, там камни и так далее, он что делал? Он камни убирал, значит, навозом удобрял эту землю, огораживал сверху, значит, пахал, копал, значит, работал над ним, работал над огородом. И если после этой работы, значит, какой-то урожай тоже получал. Вот так мы должны работать над собой, над своим сердцем. Конечно, счастлив тот человек, который рожден с хорошими душевными качествами. Он счастливый человек. Но не все рождены такими. Значит, и человек должен, в первую очередь, должен знать самого себя. Вот есть такая установка, кто самого себя не знает, тот и Аллах тоже не знает. Человек должен сам себя
должен анализировать, должен знать само себя, изучать и работать над тем, как тот хозяин огорода работал на огороде, так и над своим сердцем, над своим характером должен работать. И стараться быть вежливым, стараться быть не гордым, стараться быть простым, доступным, стараться оказать внимание своему близкому и так далее. Все эти делать сабру, если какой-то нежелательный или слово, или дело на него попадает. Вот эти все моменты, он должен над собой работать. И средства массовой информации в этом плане, конечно, играют большую роль. Я должен сказать, вот средства массовой информации относятся, например, телевизор. Если взять целиком вот такой телевизор, лучше его не иметь, чем иметь. Вот такое мое мнение. Почему? Потому что из этого телевизора истекает такая информация, которая человека губит. Только единственное, что это по вечерам бывает, это черкесское телевидение, вот это ради этого можно привести. И остальное время просто выключить. Потому что, сами знаете, на Западе возникает новая мода, например, укороченная юбка, передают через телевизор, на второй-третий день наши девушки начинают с таким юбками ходить по улице. Опять в Париже новая мода, такие вот платья, широкими разрезами и так далее. По телевизору передают, и через 2-3 дня опять наши девушки начинают точно так же, как парижанки, ходить. И наша молодежь еще так вот полностью не осознала, что ислам – это самое высшее из того, что человечество имеет. Это большой ни'мат, который Аллах дал человечеству. Значит, что они, исламское мировоззрение, исламский образ жизни, исламская, и работа, и служение Аллаху, все это является самым высоким в обществе. Вот это еще не все знают. И, телевизор, исключая то, что я говорил, черкесское телевидение, основном, губит нашу молодежь. Вот такое отношение к средствам массовой информации. И в первую очередь, сейчас есть много разных параллелей, есть, исламские, неисламские, одежда, мода, образ жизни и так далее. И в первую очередь мы на что обратить должны внимание? Для чего Аллах нас создал? Для чего Аллах нас создал? Есть такое в Коране аят, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Аллах Та'ала говорит, я не создал джиннов и человека, кроме как служению мне. Вот для чего мы существуем. Вот для чего Аллах нас создал. Аллах нас создал для того, чтобы мы познали Его, чтобы мы познали Аллаха, и чтобы мы служили Ему. Вот для чего Аллах нас создал. Теперь, как служить? Каким путем служить Аллаху? Это нам пророки говорят нам, каким путем. Есть пророк, хадис есть, все установки есть, которые, и исходя из Корана, из Сунны, нам готовые уже установки есть, хукму. По этой дороге есть 4 мазхаба, и по одному из этих мазхабов идти, и, служить Аллаху, как Он нам обязал служить. Вот наша первостепенная обязанность.
эти разговоры, что, мол, исламская одежда такая, это все на втором плане идет. В первом плане мы должны подумать, для чего мы созданы, и значит, как служить Аллаху. Вот исходя из этого надо строить все свои остальные, значит, и убеждения, и образ жизни. Вот к этому мы и должны призывать средства массовой информации. Вот ваши пожелания вот, современной молодежи и всем мусульманам вот, в наше нелегкое время? Вот. Такое сейчас время наступило. Человеку попадать на правильный путь очень трудно. Это потому что начиная со школы, значит, дальше техникум, дальше институт, это газеты, журналы, это поток информации. Он, молодой человек, тонет в этом потоке информации, тонет. Он не может ее перерабатывать. Он не может найти, что из него для него полезно, что для него вредное, что выбрать, что убрать, по какой дороге идти. Вот это найти свое место в жизни, найти свою дорогу в этой жизни. Вот этот момент очень трудный в настоящее время. А если человек уже нашел свое место, если человек знает, что он покидает этот мир, что как бы ему не казалось длительной, все-таки этот мир, он очень короткий. Это проходит это время. Если никому не дано, значит, такой вот гарантия, что, мол, он доживет до старости. Если даже доживет, и то он не может удержать это время, не может удержать. Время, как рыба из рук, выскальзывает от него. Значит, он вынужден, он обречен перейти на тот мир. Обречен. Все человечество обречено на то, чтобы перейти в тот мир, оставить этот мир и перейти в тот мир. И тот мир уже, ахират, он бесконечный. Бесконечный. Нет конца. Вот это мы должны представить себе. К этому, свою психологию мы должны к этому подготовить. И есть человек, который видел тот ахират и что там делается. Это Мухаммад ибн Абдуллах, наш пророк, он, Аллах Та'ала ему показал, что он своими глазами видел и рай, и ад. Тот Аллах, который создал это небо, землю, солнце, луну, человека, который создал, тот Аллах способен, и так вот это ум укладывается, разум наш, он способен создать в ахирате ад и рай. Они и созданы. Аллах Та'ала это и показал нашему пророку, и после этого он пришел и нам говорит, «Лайсал хабару кал аланияти». Никак не сравнить то, что мы говорим, с тем, что мы видим своими глазами. Это его слова. И, значит, он глазами видел рай и ад. Мы все идем в тот мир и находимся на распутье, куда нас переведут, рай или ад. Значит, вот исходя из этого, мы должны строить план своей жизни здесь. Что нам, главное, что нам второстепенное. Вот там найти свое место, вот это все, значит, чтобы в сознании человека улеглось, чтобы он понял, что он здесь не остается, переходит в тот мир, что он обратно, возврат тоже нету. Исправить ошибку и вернуться сюда тоже дороги нету. Это мы видим, знаем. Раз перешел туда, значит, там он переходит или в ад, или в рай. Вот это он должен, надо, чтобы это зарубить в мозгу. И, значит, исходя из этого, поставить перед собой, расставить
для него что является главным, что второстепенным. Найти свое место в этом мире. И если человек попадает на правильный путь, значит, ему очень легко сейчас идти по этой пути ислама. Очень легко. Значит, когда я был молодой, значит, мечети не было, мадраса не было. Значит, институт, исламский институт, откуда? Это, значит, намаз делать мы боялись. Намаз, обязательный пятикратный намаз делать боялись. Закрывали двери и под замком делали намаз. Не то, что обучать ильму, не то, что это все делать очень тайно, очень тайно. Вот такой тревожный, очень нам неподходящий такой режим был. А сейчас открытая дорога. Открытая дорога. И кто хочет, пожалуйста, иди, хочешь получать исламские знания, иди в мадраса, учись. Хочешь идти по пути тариката, пожалуйста, делай, значит, вирди, иди по пути тариката. Хочешь ехать в хадж, пожалуйста, езжай в хадж. То есть все то, что мусульманину нужно, сейчас все условия есть. Даже желать сейчас, я не знаю, что еще можно желать. Вот настолько все открыто сейчас, дозволено. Значит, такая широкая дорога для мусульманина, чтобы идти по правильному пути ислама и, значит, и быть, соблюдать те установки, которыми Аллах Та'ala над ним может быть доволен. Ну вот. Желаю, значит, во-первых, понять ислам, понять, без предвзятых отношений, значит, просто понять его и, значит, иметь хотя бы элементарные знания, которые, значит, ему необходимы в той среде, где он находится, что он не попадает под гнев Аллаха. И, значит, служить Аллаху, как пророк нас учил по той дороге идти, и чтобы, с тем, чтобы ахират перейти по той дороге, которой Аллах будет доволен.